Салют всем, меня зовут Дэн. Давно не был на этом канале. Мое возвращение. Благодарю каждого за поддержку под последним роликом со мной. Вот я вернулся, вы просили. Очень ценю это. Салам алейкум. Это Антоша, да, он немножко стеснительный, но сегодня он раскроется и покажет, как надо оценивать правильно музыку и клипы. Так, ну что, время не теряем, Да. можно начинать. Так, первый клип у нас на очереди. M1 Feat. с Сором, если правильно говорю. Песня называется Хама Тенджай. Тенджей. Ну, давайте посмотрим. Не знаю. लेकिन निचो आता है ब्रदर ये मैं चले हमी सुना मुझे खिली खिली दस में ज़्यादा है Lamborghini, Geely, Limousine हम खिली تباش كليب كنا مش فكرة ده ब्रदर كل بيجابوا فكرة كل Реально? Блять, ну это не Камри стоит. Каждый мотив клево. Check this out, my nigga position is now, but it's a low, low, so. All I need a ganja bang, check danger, Jojo. Come to me, find out who's real DJ Boss Mode. I'm a DJ, bruh, I'm a DJ, bruh. Я думал, сейчас I'm a DJ, bruh, I'm a DJ, bruh. Я думал, что на том сейчас. А ты начал как-то клипы, да? Ага. Даже так. Да. Ну чё? Не знаю, до меня закалило, короче, что они, ну вот, там прям хотелось допеть из XO и про Камри хотелось Про допеть Камри. жестко. Я сейчас не знаю, все как-то мотивы, они в целом схожи, там же был даже мем такой, что там включали много треков Да-да-да, подряд, да, да, там, да. и все мотивы одинаковые. Но я не думал, что это заразило даже жителей Таджикистана, блядь. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, да, по цветовому решению мощный, да, Да, вот, прикольно. и вообще сделан очень дорого, откровенно Ну, говоря, там, да. ебать, столько машин на фоне бабок. Да, как они выглядят даже, это уже о чем-то говорит. То есть там нельзя сказать, что это парни просто с подворотни откуда-то. Нет, действительно,
дорогой клип, и при этом, так скажем, для такого трека вот, не жалко потратить такие деньги. В целом, вот я смотрю, нужно же прикидывать, то есть, допустим, если трек слабый, то зачем делать под него мощный клип, типа, бессмысленно. Но здесь, мне кажется, есть, да, вот это какое-то и логика, и соответствие. Ну в да, целом, вот именно похоже трек на хороший, соответствие. мне кажется, он вообще разрывается все в Таджикистане. Есть такое? Из каждой машины, мне кажется. Ты знаешь, кто такой Исмаил? Кто? Исмаил. М1, который. Ну да. Вот. Я Ни не о чем знаю. не говорит. Это не Эминем таджикский случайно? Ну, про которого мы говорили. Ну, это типа таджикский бас. А, да? Ну или гуф. Нихуя себе. Нет, ну это чувствуется, что все-таки там, говорю, не какие-то там новички, фрешманы, как это Ну говорят, да. а что-то вот уже такое, видно, уже и опыт, и хорошие деньги, то есть, ну явно здесь не это. Понятно, что как бы там эти все машины и что-то еще там в аренду, но для клипа почему нет, зачем их там, вряд ли это их машины, но Так много просто- денег, много, не знаю, о чем читали, было что-то такое там. Типа все круто. Меня зовут Наруто. Если переводить перепев, Ага. то все круто, все круто. Да? Повторяется. А, Просто клип на одном слове, нет, блядь. такие дядьки серьезные такие. Все круто. Такие. Нет, Всё классно. хороший клип и хороший трек. Прям, не знаю, по оценке, я думаю, как мы будем оценить с тобой? Да, давай внутри по оценке, да. Но я нихуя не дам. По 10 Ну, баллов. мало. Нет, просто я думаю, либо мы отсматриваем все и как-то выставляем оценки, выставляем, может быть, в топе их там по местам, либо мы сейчас сразу говорим. Давай сразу. Ну давай сразу. 6. Из 10. Угу. Хорошо. Ну, я не знаю, что он ждет дальше, если честно, но смело могу поставить 8. Мне кажется. Меня впечатлило, то есть это то, что мне, как сказать, нравится, и бит мелодичный, и текст достаточно интересный, то есть пусть он и схож там с Камли 3.5, мужики, не обессудьте, если вы посмотрите этот ролик, то есть ничего плохого в плагиате нет, то есть, может быть, вы вдохновились, вот. В этом ничего такого. Так, что, смотрим дальше? Давай я. Давайте. О, барон, ну куда мы без тебя?
مستم غری تو با هیچ که دل نبستم یک جان از تو از من تا به آخر در برات هستم تبسمی جادو نداری شدنی عاشقا نداری وقتی زیبا گفیره با ندی من عاشق نداری عاشقم مستی مستم غری تو با هیچ که دل نبستم یک جان از تو از من تا به آخر در برات هستم تبسمی جادو نداری شدنی عاشقا نداری وقتی زیبا گفیره با ندی من عاشق نداری. Бля, клево. У меня Понравилось? даже похлоп. Прям, не знаю. Не буду сравнивать пока с тем, то есть такое более какое-то объективное мнение скажу по клипу. Ну, опять же, это дорогой клип, то есть было бы, конечно, нелогично, если бы ты сейчас нам показал где-то там какие-то подворотни, там, я не знаю, какие-то бедные районы Таджикистана, я не знаю, там какое-то таджикское гетто, может быть. Но здесь, именно если противопоставить на контрасте с тем клипом, также выглядит дорого, однозначно. Вот, говорю, заметил такую вещь, что при просмотре уже второго клипа подряд я не делаю акцент на историю, то есть я не пытаюсь задумываться в сюжет, что там происходит, почему они вдруг подоставали все стволы там и начали угрожать, и в конце вообще разбрасываются деньгами, там, выбрасывают их в воду. Вот. Мне это не так важно, все-таки как бы картинка приятная и песня. Что за песня? Я вообще Честно, в шоке. да. Действительно. Я не знаю, вот есть такие, кстати, исполнители российские, Джаро и Ханза зовут их. Вот. И что-то вот где-то около... Я, кстати, не знаю вообще, ну, наверняка в Таджикистане слушают много русской музыки, да, я в этом не сомневаюсь. И в целом могут они вдохновляться. Ну, я не говорю, что здесь что-то как-то украли, нет. Такой приятный, поначалу казалось, что дипчик, мне кажется, дипхаус, да, это больше к этому, наверное, отнесем. Вот, такой приятный мелодичный дипхаус с хорошим очень припевом. Вот парень, который... Это Барон? Подожди, а это тот самый Барон? Да. Да? Вообще другой. Прям вообще другой. Может быть, конечно, я плохо помню, что мы слушали у него, но Ну, явно... припев другой был. Припев, который первый, это Борис, это другой. А, второй, да, который с ним был? Первый это Барон. Ага. Вот, просто я думал, может быть, припев тоже он поет. Вот там такой повтор, да, вот это. Да, мотив, бля, вот это припевный мотив, чё. Да я, честно, я бы даже добавил сегодня, вот пришел бы сейчас в комнату, я бы добавил себе этот трек, честно. Вот, что-то есть он такое, и в целом прям действительно достойно очень, прям. Слушаться целостно тогда, вот типа и припев, и куплет, и все. И музыка, Да. все так вот, ну типа нужно, правильно склеено, все сделано. Мгм. Грамотно. Да, ты правильно сказал, что, возможно, там в каждом клубе он играет, возможно, также из каждой машины. Ну, да, у меня потому что- картина такая по-любому, что... типа, Да, слушай. вот я все-таки как бы ближе, наверное, к этим песням. То есть все-таки андеграунд, мне кажется, он немного уже, так скажем, иссякает, уже как-то утрачивает свое. То есть сейчас я в целом не понимаю людей, кто их это слушает, но я как бы ничего против этого не имею, то есть это дело каждого. Но вот такие песни вот, действительно сейчас, не знаю, больше цепляют, что ли, интереснее как-то, чем уже тот же андеграунд. Не знаю, это опять же мое честное мнение. Вот, а кстати, хотел спросить, есть тиктоки? Там сидят тиктоки, вообще продвигают треки через тиктоки в Таджикистане? Или вообще знакомы с таким? Ну. Ну, наверняка знакомы, но вот... Я тикток для пидоров же. Тикток это же для пидоров. Нет, ну просто интересно. Потому что ТикТок считается все-таки, да, площадкой, где действительно там продвигают свою музыку сейчас. Вот, но... Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы видео снимаем. Вы меня не захватили, нет? Не. Вот, просто сейчас ТикТок, да, мы считаем, называем его такой площадкой, ну, по крайней мере, для меня. Честно, ТикТок вообще не очень такое заведение, как по мне. Вот, больше все-таки для, вот как раз-таки, с точки зрения продвижения своей музыки, это очень хорошая площадка. И для начинающих артистов или уже известных, мне кажется, это самое то. И вот мне интересно просто узнать вообще, как ты там Мне кажется, замечаешь. я сижу там, смотрю, не видел. Да? Ну, вот я тоже... Ну, просто бывает не- очень редко записывают видосы с звуками. Нет, а есть там, например, вот если здесь у нас, да, я там могу, например, нескольких привести, кто прям зарабатывает на этом деньги, кто прям тиктоке, то там, наверное, нет, да, таких? Нет, да? У меня почему-то такое вот, честно, сейчас восприятие, и вообще в целом, если мне скажи слово Таджикистан, у меня почему-то представление, вот при этом насмотревшись уже клипов,
у меня складывается какое-то ощущение, что там вот только такие взрослые дядьки живут. Ну, то С есть, бородами, в очках, да, с то есть тачками, нахуй. именно взрослые. Я почему-то даже не представляю, то есть детей, почему-то про девушек, женщин я не думал, я их, в принципе, как бы и толком не вижу. Ну да, они мелькают в клипах периодически, но как-то это все вот так. И у меня представление, что там действительно вот такие все дядьки, и туда, мне кажется, даже, по моему мнению, приезжать страшно. Не знаю, типа я вот, если там такое происходит, ну, посмотря на клипы. Вот, но в целом очень хороший клип, правда. Я сразу скажу, что он больше мне запомнился и больше впечатлил, чем предыдущий, но это мы скажем в конце. Но, в общем, я ставлю 9, хорошую такую уверенную 9. Вот. Я берегу это, короче, циферки, всегда я опять свои 9, 10 берегу. И 8 даже приберегу. Ну, там 7,5, короче. Вот. Ну, прикольно, мне понравилось. Это не значит, что типа плохо или фу, там, прикольно, но просто я верю, что есть лучше, есть пизже. Ну, посмотрим. Третий клип Райдер и Ралик X. Название прочитай сам, я боюсь. Это Поколение. еще там много. Это не X, это, блядь, типа, йоу, это. Сколько? 4 здесь? Но B.I.G, йоу, Нотариус, да? Нотариус. Нотариус. И C1, или хуй пойми. Ну, давай посмотрим. Да, называется «Поколение». У Тимати есть такой трек. Мне нравится. Да, давай. Вообще сразу же разъебал, я не могу Вообще, поначалу я уже понял, что будет мясо. Кто это такой нахуй, что за монстр, блядь? Ладно, потом я говорю, обожаю эти движения руками, какие-то, Какой-то панч был сейчас по-любому быть, сколько показалось. Жестко, нахуй, это вообще пиздец, это слишком жестко. Не, я охуел, вот этот первый чувак в розовом худи, это просто пиздец. Мне второй еще понравился. Да, Вообще, здесь можно прям много раздувать. Да. Я сначала что-то, ну я увидел, что много человек на одном треке, но не подумал о том, что это действительно как сайфер выглядит. Вот есть такое понятие как сайфер, когда на один бит залетает много кто. И
Я в ахуе, вот прям, мне нечего, правда, сказать, именно кроме как вот этой моей реакции, что я в шоке от того, что мы увидели. Мне кажется... Очень энергичным, я ебать охуел. Ну, просто вот внутри, типа, охуел, и такой сидишь охуеваешь. Я вообще смотрю, мне вот пиздец. буквально, я всегда, не знаю, у меня есть такая уже чуйка, что вот по первым нотам я всегда понимаю, что сейчас будет. То есть, в целом, я понимаю уже настроение трека, атмосферу, будет ли мне это интересно. И вообще, то есть, вот я говорю, только заиграл, меня сразу опа, что-то куда-то понесло, и я понимаю, что сейчас будет... Главное, чтобы, знаешь, типа, бывает так, что бит начинается мощно, а потом идет что-то непонятное. И здесь вот просто пацаны жестко сделали, жестко, очень жестко. Мне еще вот есть что сказать по поводу их, так скажем, внешнего вида, их образа как такового. Вот я говорю, ни одного из них я бы не назвал рэпером. Вот серьезно, ни одного. Но что они сделали, блядь, в России мало такого, очень мало. И причем как-то, я не знаю даже, к чему это больше отнести, потому что бит достаточно вот такой современный, свежий, можно сказать. То есть я бы даже на него мог залететь, то есть сейчас. В целом, как бы он такой. А по текстовой составляющей, по смысловой какой-то. Ну, я пытался что-то понять, но в целом поколение о чем-то же говорит, то есть можно даже здесь не вдумываться, о чем он был. В целом, мне кажется, здорово. Пацаны сделали мясо, да. То есть бит достаточно свежий, текст, но он как бы он не андеграунд, да? Ну, то есть... Ну, не знаю, ну такое. Звучание новое, мне кажется, ну, приближенное к новому. А какой год? Где-то месяц, наверное, прошло. А, да? Ну, это видно. Очень мощно. Пацанам, ну, я не знаю, у нас еще 2 клипа впереди. И... Но я могу первый поставить, если ты еще подумаешь. Я ставлю, короче, 8,5, но они разъебали. Вот особенно первый. Это если первый был Райдер. Райдер. Это Биг. Биг первый был? Да. Который нотариус. Ну ты жесткий. Отвечаю, жесткий. Мне второй понравился. Там все-таки... Я, кстати, удивлен на части, когда я слышу, что, допустим, слушаем мы, да, таджикский рэп, и понимаю, что некоторые исполнители все равно там поют с тюном, да. В целом, как бы, обычно это... Ну, я думал так, что это какой-то, знаешь, что... Кстати, да, тюна не было слышно вообще ни в одном клипе. Вот во втором, второй, кто сейчас читал в этом клипе, у него был слышен тюн. Вот. То есть, мне так кажется, может, я ошибаюсь, не бейте мне ебало, но... Это не, я не говорю, что это плохо, это было хорошо. Вот главное уметь грамотно обращаться с автотюном, если ты берешься за него. Вот. А так, да, я по оценке, у меня, какие оценки до этого были? 8-9. Наверное. Говорю, впереди еще 2 работы и, блядь, сложно оценивать, я пока оставлю. Давай так, приберегу, потому что не знаю, что ждет впереди. Так, давай. Да, ехали дальше. На очереди Степа, конечно, по сравнению с Райдер... Старый. Да? Степа. М1, Баро, Райдер, Степа. Не, Степ, не в обиду, если будешь смотреть это. Вот. Но Степа, вот я чувствую, что здесь... Не знаю, не буду загадывать. Сейчас вы сами Интересно увидите. явно, блядь. Да. А как называется там что-то это проебали? Да, зуры хабданом, стрит стар Степа, вараки доза рэп, скорость на кабулку. Йоу, калема батори, калема медава, минуса мекава, меша ваха, битора биту меза насарора, мекафона, вежи монахал, баро бали бори, яни бороли бахор, ботоне мамори бахо, багири бороли бaro, дороги бебене база насара бахо, катора мамекина мото медекина мото наконо не пацамо, сука цапора, мекина катаки пацамо, мекини баса не фото не джоба, катата катаки меза Да. Капота бакута эштер, гарини мекини сарама метона мехале бакино кина дида батида кино надида батида тарафал мекини девона ки, atu di devona ki, mebeni chime shavasi ata tara veki tu metane uja da kamacha pura balene mekini khata khulaki. Ene, la camera bebida musteve, ene barbari bit basimo mechim bab de shambe, katimo shalbe, mesha khariba точно, чёрта рав переписта чага быча мощно. Мекини девона эхош, mina tarsa nazarajin, nagire khutu najimi, фура то гарини накине бешине чим. Один на один, катите меса на маладин, тома дики, бота бадит, да зами меса не халади, сари мада бадит, мемо на то, хиро на фасу, мемо на дама фасу, дама на фасу, наме гумата баса, ме фора мата бодо хаво, ме фора мата ватани ободом, саломати баро дара падарам ударам, бана фаси озодом, кадо ме мекина капача фора на фарошо, ме бине негроски пода на дора бахили, охи бад на дора, ихели коро боро, еки мекина то кода, мину марда бара, шота де питера на ме гирая, гоно да меки ме доначия, хайос, ё-майо, Ака искандар сам лучша, интереса хеде песа, махле ме тоно ме герам бека на фокша,
О, вообще. Бля, думал, сейчас разыграю. Степан, ёбаный в рот, что ты Пиздец, делаешь ну ты. вообще? Бля, Реально как- Степа зовут? Или Данил творческий? Искандар его зовут. А, Ну, он... сам А. ник, короче. Да? Ну вот я и думаю, блядь, вряд ли он Степа. Думаю, типа, пиздец, никак не клеится. Нет, но... Степан Андреевич, блядь. Я скажу так, что ожидания были одни, а получились вообще другие и еще мощнее, чем предполагалось. То есть, во-первых, изначально все пошло, он такой, бля, Степа, Степа. И тут бам, и у меня, я просто прикурил в этот момент, Он за серьезно. хобот, блядь, поймал, и так тебя унес нахуй до конца клипа. Реально, то есть вначале мы как-то его, да, так немножко простебали чуть-чуть, Мгм. хотя еще даже не слышали, и вот надо было судить как раз-таки после просмотра клипа, и просто когда он пошел, я сижу, я на самом деле ему не завидую, если он будет это читать где-то вживую, вот реально, потому что мы заметили вот как раз при просмотре, что он очень сильно напрягает связки, и если это все читать одной, ну, это очень сложно. Ну, Это может, там же сколько нужно репетировать все это. очень мощностью. Ну, конечно, это не то, что, допустим, близко, как правильно сказать, мне, потому что все-таки, я так скажем, у меня есть свое какое-то направление, по которому я стараюсь там слушать и выбирать исполнителей, выбирать песни. Это не мое, скажу сразу, но это охеренно, это всегда заходит. Ты можешь не любить вот этот грайм, да, который здесь как бы присутствует. Но когда ты его слышишь, тебя качает. И причем я вообще не понимаю, как вот под эти треки можно двигаться, да? Но под него можно, под него в принципе очень сложно двигаться и что-то там делать. То есть заиграет он где-то там. Убивать можно, блядь, под такие треки. Убивать можно под такие, да. Ну или там, я не знаю, там. Ладно, ничего не буду говорить. Ну, это слишком жестко будет. Вот. Короче, Степа зверь. Прям зверь и. Но говорю, опять же, типа, это не мое, но меня качнуло очень сильно. То есть я такой не слушаю, но мне это понравилось. По Чё ты напору скажешь? сильно даванул, он прям вот, ну, съел, блядь, он вот так вот, еще Мгм. клип черно-белый, блядь. Мгм. И вот так вот давануло все это, короче, мрак, атмосфера, все дела, и он читает, как вот, говорю, монстр, ты говоришь, зверь, это пиздец. Да, да. Он тебя съедает, поглощает, Мгм. короче, не отпускает. Причем, говорю, на клипы, вот на сами, то есть, ну, нет, клип мы все-таки видим, но на историю вот акцент вообще не делают. Ну то да. есть, мне кажется, в большинстве клипов здесь и не было этой как таковой истории, это больше такое, как сказать, на каком-то чувстве. Просто есть разделение, клипы такие, где-то сюжетные, где-то чувственные, да, то есть здесь, наверное, все-таки более такие, то есть какую-то эмоцию там получить, Да, да, кайфануть. Вот, здорово, Такое- заебись, ты сказал эмоцию, он, да, вот передал точно, нахуй, Да, эмоцию. то есть какой-то, я не знаю, в конце там эмоциональный оргазм получили с Антохой, так точно. Так, по оценке, что думаешь? Даю... Что-то я уже обмозговал и забыл, сколько я дал. Дам по новой, ладно. 8 дам, 8, твердая 8. 8. Да, ну он молодец, ну потому что молодец. Ну, я тоже, я с Антохой согласен здесь, и поставлю тоже 8. Опять же, у нас еще есть один впереди, там не клип, там трек, но сути не меняет, то есть Ну, послушаем тоже, да. его, и я думаю, можно будет сделать финальный уже какой-то топ. Хочешь сказать еще, что треки, они тоже немножко вот эти разноплановые. короче. Очень разные. И как-то ставить их в сравнение, вот, ну, тяжело. И оценка, как-то не хочется кому-то выше, чем предыдущий. Да. Но хуй с ним, блядь. Да, нет, ну вот первый со вторым был схож, Да. третий вообще тоже другой, вот где Сайфер, четвертый, блядь, вообще другой. Вообще все. Пятый, не знаю, что сейчас. Всё классно, Сейчас, всё блядь, прикольно. лирика начнет. Так, ну что, заканчиваем нашу сегодняшнюю 5 клипов. Правда, заканчиваем не клипом, а песней. Шеров. Трек называется «Пари». 21 год, кстати. Трек подписчика, да, ты говоришь? Как нам уже сказали, да, он начинающий вроде как исполнитель. Блять, я сказал же, будет лирика. Я сказал. Сука, как чисто, ладно. Да, посмотрим, послушаем. Бля, все это вот забить тачку и уехать вот прямо сейчас нахуй. Такое будет. Садой дым окатит меня.
دونست گیره حاصلشم مرنگی همون رنگی که تو بگی نخوندنش تو خیرشم Очень отдыхать. Что ты знаешь из Хамалиновой, там что-то такое очень мелодичное. Одних рук, мне кажется. Самое то. Если ну, наверняка раз он такой, там мы смыслом не буду читать. По минусу прикольно, что он каждую дорожку такой слушал, прорабатываете, и все прям пачка к пачке прям классно. Ничего лишнего и все есть. صدای تنولم دل گوشیمم ببره همه خوشیماره نسلم بیاشید نرکی بینی من بوده در ایزاری دیل همه رفتم نگیده موندی در دیل مرا چال بیخد کدید خواستم میره که ای همه دور شما تدن هستی بالم در مومه بارم سمو شبی دارگی من دویمو من دویمو هیچ کار دوست ندارم مکادیت Пляж грустно стало. Мы нихуя не понимаем, но, блядь, он так охуенно. На финал самое то. Такой там слушать, наверное, самое то вообще. И сидит. Да, насаждение. Хорош. Прям хорош. Не знаю. Попал в точку. Бляж, у меня мурашки от этого. конца, нахуй. Согласен. Нельзя сказать вообще, что это там начинающий какой-то исполнитель или что-то еще. Точно начинающий? Ну, как нельзя. Ну, скинул есть он. Ну, блядь, Ну, хуй да. знает. Да поебать вообще. Сделал это классно, понятно, сделал да. пиздат. Может, он Согласен. давно занимается этим, просто только начинает показывать. Мгм. Ну, мне кажется, это, знаешь, вот что-то приближенное, я думаю, что подписчики, что вы можете меня понять, там, что-то приближенное к Джони, например, там, вот, Мгм. Хамалинова есть такие, да, два исполнителя, там, Андро есть такой исполнитель, вот что-то приближенное к нему, такая музыка, где есть глубина, есть вот этот какой-то посыл, какая-то история есть в этой песне, я Да, уверен. по-любому. Вот, пари, вот если так. Ну, здесь можно на самом деле глубоко копать, то есть даже от названия как-то пытаться отталкиваться, что-то там искать, какие-то подводные камни, но мы этого делать не будем, все-таки оцениваем больше как, не знаю, объективно. Вот, действительно попал в точку, и вот очень большой контраст, конечно, с тем, что мы услышали ранее. Да, это нам какой-то Вот. такой релакс конец. Типа мы такие разъебывающие. Да, послушали, да, типа, да, так, да, типа, клево, согласен. убаюкали. Вот, но как это оценивать, я хер знает. Но сейчас будем, да. Сейчас Ну, будем не знаю, мне думать. очень понравилось. Ну, типа, ну, она такая, блядь. Давай так, последний сейчас не будем оценивать, а в целом подведем какой-то итог и выделим в Я топ-5. хочу дать оценку. А, ну Ну, давай. я не знаю, или похвалиться. Давайте его похвалю, просто что он большой молодец. И Да. видно. Просто есть чуваки, которые, типа, они... Ладно, договаривать не буду. Можете отпиздить за это. Короче, Шеров или Шеров. Шеров. Назовемся, что... Как дела, ебать? Домой, нахуй. Да пиздец. Короче, Шеров. Умница. Мне все понравилось. Ты большой молодец. В натуре прям классный. Вот тоже по эмоциональной составляющей очень сильно дало, прочувствовалось. Вот. Несмотря на то, что мы вообще не ебем в таджикском языке, вообще нуль. Все равно чувствуется. Ну, по эмоции, по голосу, по интонации, все ты палево. Да, да. Очень здорово. Мне тоже показалось. Я прям отдохнул даже эмоционально и физически, как-то я разгрузился. Спасибо. Да, я солидарен с Антохой. Шоу топ. Давай. Ой,
И как, мы вместе будем один топ делать? Давай вместе? Нет, Или нет? ты свой топ-5, А, ну я свой давай. топ-5. Короче, первый однозначно это вот с Райдером, вот это, где у них большое Поколение. крю, ебать, да, Ага. поколение. На вторую кину Шерова, потому что ты ебать кто. Умничка. На третью Степа. Тоже эмоционально зацепил, вот так вот игру за хобот поймал, от начала до конца просто дотащил, нахуй, но не дал отпустить. Мгм. А вот, честно говоря, первые два я уже забыл, блядь, почти, Ну, наверное. первый тоже. Первый, помню первый, такой, да. А второй какой был? Второй Ворон, Deep да. House был, а первый такой больше как такой... Ну ладно, на четвертый я ставлю тогда первый трек от М1 и Сора. Мгм. Ну, он такой, мне кажется, больше приобщенный, ну, типа, Мгм. все его послушают, как у нас Тимати, вот ты говорил, да, типа. Ну, да. Вот, и на пятый, к сожалению, падает Барон. Ну, все это по ощущениям, типа, по эмоциям. Мне так дало. Мгм. Вот. Так, хорошо, я тоже быстренько пробегусь по всем 5 клипам. Я тоже ставлю Райдер сегодня. Райдер, Ралик, C1 и Big уничтожили все в пух и прах. Однозначно первое место за ними, но мое тоже мнение, и вот Антохина. На второй я поставлю Барона. Барон, не отчаивайся, если ты смотришь, что ты на втором. На втором месте в моем топе. Не знаю, мне вот этот дипчик показался очень интересным и таким, как я говорил, приближенным, что вот мне это интересно, мне нравится такое слушать, то есть иногда очень сильно заходит. Шеров идет на третью строчку. Мужик, ты мощный, я не знаю вообще, что за голос и вообще подача, настроение песни вообще конкретно, да, если говорить. Не знаю, что у него в другом, так скажем, его портфолио. Но, в общем, здесь, да, действительно такой прям выстрел. И нельзя сказать, что он начинающий. Кстати, фотография, которая была, это его? Наверное, да. Да? Вот, да, то есть в целом у меня сразу складывалось впечатление, что это за человек, потому что тут была фотография, ну, наверняка это его. В общем, да, трек Шерова «Пари» на третьем месте, и здесь остается Степа и М1, но все-таки при большом моем уважении к Степану, на первое я ставлю М1, вот, не знаю, М1 и Сора, то есть хороший достаточно клип, яркий, динамичный, что также интересно мне. На пятой поставлю Степу, да, нереальный флоу, нереальный грайм, но, говорю, не мое просто, но мне понравилось, действительно, меня качнуло, я проникся этим, но вот такой топ, никого не хотел обидеть, как сказать, выносили все это объективно. Спасибо каждому вообще из исполнителей за такую музыку. Нас с каждым разом все больше и больше поражает таджикский рэп, да, и в целом перспектива и потенциал очень бешеный у таджиков. Вы вообще мощные. Как говорят, что вот казахи сверхлюди, я могу смело сказать, что вот таджики сверхлюди тоже. Вот. Россия так еще где-то прикуривает немного. Вот, но мы стараемся. Вот, ну и в завершение скажем спасибо огромное каждому за просмотр, за вашу поддержку. Отписывайтесь обязательно внизу, что вы думаете, согласны ли вы с нами, не согласны, ждете вы ли еще нас на канале, вот, и мы будем рады вашей поддержке, вашим лайкам. Вот такие пальцы, как вы понимаете, мы не имеем, только такие. Обязательно пишите, подписывайтесь на канал и всем спасибо.